Блестящая, но вредная работа. Свой труд огранщик Альберт Баишев характеризует коротко. За 23 года через его руки прошли тысячи карат алмазов. Постоянный шум и много пыли. В таких условиях и рождаются знаменитые якутские бриллианты. В данный момент вот этот 50 бриллиантовая граммка. Весом 1 карат будет. Цену я не могу точно сказать, но пару тысяч долларов стоит, наверное. Стоимость и форму будущего бриллианта определяют здесь. С помощью специального компьютера смотрят, что есть внутри камня, какие у него пороки и что можно отрезать. В процессе разметки всегда ориентируются на максимальную цену. Так как правильная форма октайдер, один большой камень сделать из него невыгодно, поэтому второй камень тоже используем. Каждый камень имеет свой характер, как бы так. Напряженные какие-то, капризные, но они очень хрупкие камни. 2015 год показал хрупкость в целом гранильной отрасли по отношению к кризису. Производство сократилось на 45%, хотя добыча алмазов увеличилась. Такая же тенденция наблюдается в ювелирной промышленности – плюс 82%. Цифры достигнуты за счет компании ЭПЛ. Предприятие вновь начало отчитываться в республике. В прошедшем году большая часть бриллиантов была реализована на экспорт – 75%. Оставшаяся часть – это рынки страны и региона. Гранильная и ювелирная отрасли России существуют на грани рентабельности. Причина – несовершенства законодательства, говорит депутат Элтумена Василий Власов. Он десятки лет борется с государственными препонами. 15 или 20% ввозной пошлины, и опять же, и еще и НДС. Уже изначально на 38% так, будущее изделие утяжеляется по сравнению с зарубежными нашими конкурентами. Почему-то Алроса продает сырье за рубежом с нулевой ставкой НДС. Это законом федеральным установлено. А российским заводам, своим отечественным, продает 18% плати. 3000 против 30 рублей. Соотношение стоимости грамма золота и серебра диктует рынку свои правила. Чтобы сохранить объемы производства, ювелиры переключились на серебряные изделия. Показатели переработки золота снизились на 29%. Это отразилось и на творчестве, рассказывает ювелир-модельер Туяра Румянцева. Ну, естественно, серебром. Ну, я и с золотом как бы работаю, тоже нравится. Но серебро больше, наверное, потому что привыкла уже с ним работать. А привычки коллеги Туяры по цеху Мурадина Ардашева, наоборот, связаны с золотом. И в условиях дефицита благородного металла штучные произведения этого ювелира эксклюзивны вдвойне. С самородками вот работаю, 700-кой. И в основном, конечно, диктуют камни сами, вот, материалы. Вот от него и как бы сходится эскиз, потом утверждается и начинаем работать. Кроме экономического кризиса, ювелиры сетуют на те самые бюрократические барьеры, которые усложняют ведение бизнеса. Чтобы вывести товар за границу, бумаги можно оформлять по полгода. При реализации нашей продукции за рубежом, да, есть у нас проблемы с таможенным оформлением. Это очень долго делается. Если был бы таможенный пост в Якутске, этот процесс был намного быстрее. Другой больной вопрос – НДС. Размеры налогов от ювелирной и гранильной промышленности с нефтянкой, конечно, несравнимы, но все же. Каждый раз поднимаем вопросы по НДС. За год мы примерно где-то 60 миллионов рублей на все уровни бюджета, да, оплата налога идет. На продаже необработанных алмазов Россия и Якутия теряют миллиарды рублей. Чтобы из поставщика сырья перерасти в мировой центр бриллиантового производства, нужно пересмотреть и кредитную политику в отношении бизнеса. Основной, конечно, здесь фактор доступность кредитных финансовых средств. Банковские проценты там от 20 и выше начинается. Либо если это идут где-то за границей предприятия, то там 3-5% это максимум. Открытие алмазной биржи тоже может помочь превратить торговлю драгоценными камнями в статью доходов бюджета России. Однако и тут есть нюансы. Потенциальное место будущей биржи – Владивосток – не всех устраивает. Там нету ничего из алмазно-бриллиантового комплекса. Ничего. В Якутии что есть? Ювелирка, работающие заводы. 200 миллионов долларов производят наши заводы, значит, бриллиантов. Там этого нет. Там надо все создавать с нуля. Это деньги. Кто будет финансировать?
И, наконец, территория опережающего развития по организации полного цикла производства и сбыта ювелирных изделий и бриллиантов. Разговоры о проекте внутри индустриального парка Кангаласа ведутся давно. Озвучиваются и предварительные цифры – почти 10 миллиардов рублей инвестиций. Мы должны не бояться привлекать сюда инвесторов и предприятия извне республики. Почему? Потому что они же будут здесь работать. Соответственно, налоги будут оставаться здесь в казне города, в казне республики. Сегодня на самом деле у нас все есть. У нас есть территории, которые уже попали под закон о торах. Есть прекрасные огранщики, есть крупные компании, которые уже известны далеко за пределами нашей страны. Сейчас осталось только сделать за такой, знаете, желанием организаторским со стороны наших властных структур для того, чтобы этот проект, в конце концов, вот уже из виртуальной какой-то реальности перешел уже в стадию практических дел. Ежегодно в России добывают 37 миллионов карат алмазов. Из них доля экспорта 35 миллионов. Обратно камень возвращается в виде готового и дорогого изделия. В Якутии это 80% запасов алмазов страны. Развитие ювелирной и гранильной промышленности – это новые рабочие места, собственное производство и доходы в бюджет. Айна Винокурова, Денис Попов, Вести.